Я услышала Марию Каллас, я была просто покорена вот таким искусством. Как можно голосом передавать все страдания героини. И вот этот голос, он настолько куда-то проникал, голос Каллас, что ну вот прям я плакала, когда слушала ее. И тогда вот я задумалась об опере, начала переслушивать разные пластинки. Альбина Шагимуратова ворвалась на мировой оперный небосклон яркой кометой. Ее стремительный творческий взлет начался после победы на 13-м международном конкурсе имени Чайковского в Москве в 2007 году. Сегодня график певицы расписан на несколько лет вперед. В него внесены выступления на лучших сценах мира, от Большого театра до Метрополитен-опера. В репертуаре Альбины есть арии, которые могут исполнить лишь несколько певиц в мире. Судьба певца или певицы складывается буквально в одну секунду. Когда я в июне 2007 года победила на конкурсе Чайковского в Москве, я уже в это время закончила первый год своей стажировки в Хьюстоне, в Америке. В Хьюстоне такой круг определенный русскоязычного населения, которые уже эмигрировали туда в свое время. Они очень хорошо ее приняли там и помогали ей во всем осваивать язык, осваивать жизнь за рубежом. Я бы хотела сказать про Марка Зальцберга, который вот уроженец Ленинграда. Он очень большой поклонник оперы. Сидя на уроках, он переводил. В первое время, когда Альбина прилетела в студию и занималась там, она не владела языком английским. Он считает, что вот я ее американский папа. На тот момент у меня уже был агент. И мне позвонил агент и говорит, что Риккардо Мутти ищет певицу для исполнения «Царицы ночи». Через 10 дней ты летишь в Зальцбург. Я говорю, да вы что? И я помню, это невероятное. Я еще не успела отойти от этого волнения на конкурсе Чайковского. И представила тоже такое испытание. Увидела огромное количество певиц, которые пели эту же партию. Я поняла, какой серьезный это своего рода конкурс, прослушивание. Я пела последняя. Я пела последняя по списку. Буквально через час объявили результат. И маэстро меня вызвал к себе и сказал, я выбрал тебя. Жду тебя в январе, через полгода. Мы с тобой позанимаемся. Для меня это было счастьем поработать с таким маэстро, с таким музыкантом. Надо представлять себе атмосферу таких прослушиваний. За роль сражаются десятки претенденток из лучших вокальных школ мира, но некоторые из них даже не попадали во все 4 фа этой сложнейшей арии из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Альбина спела безупречно. «Царица ночи», я не знаю аналога еще другой какой-то партии. Это сложнейшая партия. И спеть ее мне пришлось очень много работать над собой, над голосом, над техникой. И вот это, и тем более работа с таким дирижером, как Риккардо Мутти, который требует филигранной точности. Это мне дало такой огромный толчок в моем развитии. Потому что после Зальцбурга уже была «Царица ночи» и в Ковент-Гардене, и в Метрополитен, и в Ла Скала. Спеть и дебютировать, свой европейский дебют в августе 2008 года в партии «Царицы ночи» на родине у Моцарта в Зальцбурге. Это как боевое крещение для певицы. И, слава богу, я его достойно прошла.
потому что после него открылись все двери театра. Опера Моцарта «Волшебная флейта», где звучит партия «Царицы ночи», не просто сказка. Для Альбины Шагимуратовой она оказалась пророческой. В ней все как в ее жизни. Победа света над мраком, добра над злом, любви над коварством, стойкости над малодушием. Идея оперы предельно ясна. Счастье не дается само собой. Оно обретается в результате жизнестойкости и верности, преданности и терпения, через преодоление трудностей. Чего-чего, а испытаний на пути к мечте у оперной примы было предостаточно. Тогда я думала, наисложнейшая партия «Царицы ночи». А сейчас я понимаю, что это сейчас уже так легко, потому что я пою уже репертуар гораздо сложнее. Если «Царицу ночи» в мире поют 4-5 человек, то тот репертуар, который я сейчас спела на сцене театра «Метрополитен» в Нью-Йорке, партия «Констанция» в опере Моцарта «Похищение Сираля», то ее поют 1-2 человека в мире. Вообще-то, маленькая Альбина мечтала быть стюардессой, потом хирургом. Она родилась и провела детство в Ташкенте, в Узбекистане. Ее родители работали адвокатами, но музыку в семье очень любили. Мама пела, папа профессионально играл на баяне, сам сочинял. В 4 года Альбина начала исполнять вместе с папой татарские песни, а потом, как было принято во многих советских семьях интеллигенции, девочку отдали учиться в музыкальную школу. С 5 лет отдал ее в музыкальную школу, потому что сам кончил музыкальную школу по классу баяна, потом музыкальное училище. И очень хотел, чтобы у нее была вот такая профессия – музыканта. Из чего исходил? Что выйдет замуж, появятся дети, а педагоги музыкальной школы, они не работают целую неделю. Они могут 2 дня в неделю работать, 3-4 дня, и чтобы она больше занималась семьей, я отдал ее с 5 лет. А родители мои хотели, чтобы я была профессиональной пианисткой. Я не была такой усидчивой в детстве, в Ташкенте, чтобы 10 часов учить эти гаммы, этюды Черни, прелюдии и фуги Баха. А мне было скучно. В СССР непростые политические события 90-х годов спровоцировали массовое переселение людей. Опасаясь притеснений, очень многие семьи некоренных национальностей в бывших советских республиках бросали насиженные места и уезжали в неизвестность. Не стали исключением и Шагимуратовы. Как мой папа оказался прав, переехав в Казань. Мы жили здесь в студенческом общежитии Казанского государственного университета на улице Аделя Кутуя. Жили вчетвером в маленькой комнате и спали на 2-ярусных кроватях с сестрой. Прошли очень... Я мерзла, у нас не было таких сапог, которые необходимы в Казани, или шубы, или теплого пальто. Этого не было первое время. Завертелась карусель. Как часто бывает, истинный талант певицы до поры до времени дремал, и те давние слезы от пластинки Марии Каллас остались в далеком Ташкенте. Даже в музыкальном училище не сразу распознали призвание Альбины. Студентка Шагимуратова готовилась стать дирижером хора. А я бы чуть-чуть Случай, судьба. Можно назвать это как угодно. Но какая-то сила, незримо, но настойчиво, вела Альбину Шагимуратову к тому перекрестку, где можно было выйти на свой единственный путь. Еще одним проводником по этой нелегкой дороге стал знаменитый тенор, солист Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Хайдар Бегичев. Я сам пишу песни. Позвонил Хайдару Бегичеву. Я говорю: слушай, Хайдар, я был с ним знаком. Я вот написал песню, я говорю, только ты ее можешь спеть, больше ее никто не сможет спеть. Он говорит: ну давай.
И вот мы в общежитии зашли в кабинет к коменданту, там был телефон. По телефону соединился с ним, положили трубку, я играю на баяне, она в трубку поет. Спела. Первый вопрос Хайдара Бегичева был: Анвар, где она учится? Я говорю, на дирижерском хоровом отделении музучилища. Да ты что, надо же вокалом заниматься. Я говорю, хорошо, я прислушаюсь к твоему совету. А песню, говорит, давай. Первый спектакль, который я увидела на сцене нашего татарского театра, это была «Травиата». И я, конечно, после этого спектакля, вот оно мое. После музыкального училища Альбина поступила в Казанскую консерваторию на дирижерско-хоровой факультет, и параллельно ей разрешили учиться на вокальном отделении. От сумасшедших людей все исходит, все творчество, да. Потому что нормальный человек такой профессии не занимает. Москва тоже долго проверяла Альбину Шагимуратову на прочность. Провинциальную девочку никто с распростертыми объятиями не ждал. Рекомендательное письмо из Министерства культуры Татарстана о переводе талантливой студентки в Московскую консерваторию где-то затерялось. В итоге Альбине предложили учиться на платном отделении. Ее педагогом стала знаменитая певица Галина Писаренко. Альбина потрясающая певица. Я очень рад, что вот Татарстан вырастил подобного музыканта. У нее блестящая карьера, блестящее пение, великолепная техника. Я желаю ей огромной яркой дороги творческой. О фантастическом трудолюбии Альбины Шагимуратовой и ее преданности профессии говорят все, кто с ней близко знаком, с кем она вместе работает на разных сценах мира. Да и сама певица уверена, что сила характера – это одна из главных составляющих ее успешной карьеры. Голос – только 10%, остальные 90% – это работа над собой, техника, работа над дыханием, работа над образом. Постоянная работа над собой. Это как мне очень умная певица сказала: ты отрабатываешь то, что тебе Бог дал. И она права. Бог подарил голос, мы теперь над ним работаем для того, чтобы сделать из него такой вот яркий бриллиантик. Когда ты сердцем откликаешься на то, что тебе исполняет этот певец, мне кажется, это самое безошибочное. Вот когда Альбина поет, на самом деле ты это чувствуешь до глубины души, тембр голоса, но когда и в душе еще очень много и от своих корней, от традиций своего народа, и при этом уже к этому прибавилась и европейская школа, и исполнение партий известных европейских композиторов, исполнение партий классиков. Вот все равно это все легло на очень какую-то серьезную почву. Привет, мой хороший. Ой, как я рада. Я тоже. Вы как?
красавица. Не меняетесь? Да. Нет, вы красавица. Трудовая книжка Альбины Шагимуратовой находится в Казани. Она солистка Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, занята в нескольких спектаклях. Певице присвоено звание народной артистки Татарстана, причем редкий случай – Шагимуратова получила звание, минуя почти обязательную ступень заслуженной артистки. В послужном списке Альбины – Государственная премия Татарстана имени Тукая, Национальная премия России «Золотая маска», множество премий престижных оперных конкурсов. Жанр оперы, он очень демократичен и очень интернациональный. Певцы должны перемещаться в этом пространстве, настоящие, масштабные певцы, что они так и делали. Такого не было в Казани. Такого не было, чтобы татарская певица выступала. Вы представляете, это звезда, которая театр, я перечислю, это Ковенгарден, Метрополитен, Венская опера, Гранд-опера Париж и много-много других. Портреты Шагимуратовой украшают обложки авторитетных музыкальных журналов. Сегодня о Шагимуратовой пишут самые солидные музыкальные издания. Уникальная в своем роде оперная певица, сопрано, обладающая драматической колоратурой, стремительно завоевывающая мировую славу своим неповторимым по тембру голосом и филигранным вокалом. Восторженные отзывы критиков публикуют «Нью-Йорк Таймс», «Лондонский Таймс», «Опера Ньюс», «Итальянская Репаблика» и многие другие издания. Опера стала таким коммерческим бизнесом даже, и меньше искусства. Это удручает, но мы, артисты, вынуждены принимать сегодняшние правила игры, и по возможности я стараюсь все-таки оставлять частичку настоящего искусства в своем исполнении. Мне очень приятно, что мы сотрудничаем с Альбиной Шагимуратовой, укрупняем, укрепляем. Я уверен, что ей удастся сделать очень много работ. В частности, я подумываю о «Шамаханской царице», в «Золотом петушке» хочу сделать специальный спектакль. Новый спектакль. Можно сделать и новые произведения, которые еще никто не слышал. Найти репертуар можно для ее возможностей, а я с удовольствием все это организую. Услышать Альбину Шагимуратову в России – большая удача. Ее график расписан на несколько лет вперед, и в нем все мировые оперные столицы – от Вены и Милана до Нью-Йорка. Дело в том, что российские театры работают в последний момент, когда расписание занято уже. К сожалению, здесь мы, артисты, ничего не можем сделать. А западные театры на 2, на 3, а порой на 5 лет вперед, в Америке особенно, планируют свой график. Поэтому я сейчас знаю свой график на 19-й год, на 20-й. Когда летаешь по этому шарику в течение 30 дней 20-25 раз, я попадала и в разные ситуации. Я не получала багаж с невероятно дорогущими платьями. Это так вырабатывает сильный характер. Где бы то она ни была, каждый день она мне сообщает смс-кой: «Мама, я села в самолет». Вот через 15-10 минут мы взлетаем. Как только она прилетает, она тут же мне присылает сообщение: «Мама, я села. Я в Нью-Йорке, я в Берлине, я в Вене, я в Лондоне». И вот эти смс-ки я постоянно получаю. Всякое же бывает. Она: «Помолись, мама, за меня». Я говорю: «Конечно, доченька, конечно, я буду молиться, и не переживай, все будет нормально». Ну вот такие вот у нас, в общем-то, связи, отношения. Опера подарила Альбине Шагимуратовой не только блестящую карьеру, но и семейное счастье. Свою личную жизнь певица тщательно оберегает от посторонних глаз, но даже то немногое, что она рассказывает о муже Руслане и маленькой дочке Аделине,
позволяет понять, как она счастлива. Встретились совершенно, скажем, банально в театре. Я исполняла оперу «Руслан и Людмила». Это был 2011 год, открытие исторической сцены Большого театра. И, как ни странно, моего мужа тоже зовут Руслан. Он москвич. И после спектакля он меня ждал у stage door, это у сценической двери, и попросил сходить с ним в ресторан. Ну, естественно, я отказала. Взяла букет и ушла. Второй мой спектакль также, третий спектакль точно. И вот я спела 5 спектаклей, и на 5-м спектакле он меня также ждал с цветами, и на этот раз я уже не могла ему не отказать, и пошла. Думаю, почему же он такой настырный? Ну, поженились мы только в 2014 году, потому что график не позволял. Вы знаете, мне с ним невероятно повезло. Хоть он и человек не музыкальный, но он понимающий. Я уже 4 месяца была в декрете, и я хотела еще больше даже посидеть. Мне так это понравилось. Он говорит, ты не сможешь без сцены, давай. И действительно, ну сложно, это уже такой наркотик. Как только я Аделиночку взяла на руки, видела, как только она такая светлая девочка, знаете, она уже в 1,5-2 месяца улыбалась. Вот подойдешь к ней, возьмешь ее на руку, она уже улыбается. Сейчас уже ей 2 года и 4 месяца, она уже садится за фортепиано и что-то там чего-то изображает, как будто бы она какая-то вот талантливая, оперная, что-то, ну, музыкальная девочка, что-то изображает из себя, что-то поет, что-то говорит. Я общаюсь со своим ребенком на татарском языке. Нянечка у меня из Татарстана, которая мне помогает. Муж у меня татарин, поэтому вот именно свои национальные какие-то корни я стараюсь не забывать. Уважение к своим корням и в том репертуаре, который Альбина Шагимуратова исполняет на казанской сцене. Помимо мировых шедевров, она поет партии на татарском языке в национальных спектаклях. Я помню, мне говорил директор Парижской оперы, тебе так легко слушать. Бывают исполнители, которых через 5 минут тяжело слушать. А тебя вот можно и часами слушать, и легко, и удовольствие. И я рада, конечно, очень приятно. Но это стоит, конечно, невероятной работы над собой, усилий, чтобы добиться такой легкости. Это на самом деле, вы знаете, старое поколение, старые мастера пения в 70-е, 80-е годы, вот они так пели. Легко. Я иногда их слушаю и перенимаю немножко так эту манеру, потому что именно эта манера, понимаете, когда мы нажимаем на звук и давим, тужимся, зрителю тяжело слушать такое пение, а певца ненадолго хватает. Ну, 5 лет он пропоет, 10 лет, а дальше все. А вот эта легкая манера пения легко и при наименьших затратах дыхания, диафрагмы, так скажем, такой меньше показывать работы, чтобы зритель не видел. И петь свой репертуар можно петь вечно.